Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за ваши просмотры, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что для вас приготовила судьба? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте на себя и давайте вместе посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну очень много людей вышло. Смотрите, одни человеческие фигурки повыходили. Люди. Идут люди. Много контактов, много знакомств, много встреч. И знаете, каждая из них очень сильно влияет на вас, на ваше будущее, на вашу жизнь. Угу. Так, ну давайте пойдем с основания. В основании у меня долгожданная встреча, либо долгожданное объединение двух людей. То есть люди друг к другу тянулись, есть чувства, есть эмоции, есть желание быть вместе. Но по каким-то причинам, либо из-за каких-то причин не получалось объединиться. Судьба даст вам шанс для того, чтобы вы были вместе. Но сразу хочу предупредить, здесь придется либо на какие-то жертвы пойти, либо от чего-то отказываться. И вам, и тому человеку, кто к вам притянется, да, с кем вы будете сходиться. Это не критично, это не страшно. Вы не потеряете все и сразу. Нет, просто, как уступки, наверное, зря я сказала жертвы, да, наверное, какие-то уступки придется совершить для того, чтобы все-таки объединиться и быть вместе. И вы будете уступать, и вам будут уступать. Вот. Но уняв свой импульс, гордыню, себелюбие, да, два человечка все-таки сойдутся, объединятся и никогда об этом не пожалеют. Смотрите, это может быть и про бизнес, и про дружбу, и про любовь, и про родственные связи. Да? Вы все разные, отсыпка общая. Здесь четко показали два человека, которые хотели все-таки договорятся, пойдут на уступки и сойдутся. Они будут вместе. И вместе им будет хорошо. То есть, да, очень хорошо у них все сложится. Так, с левой стороны какой-то слон у вас интересный вышел. У него прям такой хобот необычный. Уж слишком задран он вверх. И очень длинный, очень длинный. Но это долгая работа, либо дело, которое рано или поздно принесет вам сверхприбыль. Возможно, вы уже этим занимаетесь. Возможно, вы в будущем начнете заниматься каким-то делом, какой-то работой. Сперва результаты либо будут минимальные, либо не те, на что вы рассчитывали. Да? Так иногда бывает. Старт замедленный у вас идет. Вот. Но потом, видите, хобот расширяется, прям в трубу такую превращается. И даже, знаете, как элемент рога изобилия вышел. Не бросайте то, чем вы занимаетесь. Либо наберитесь терпения и поверьте, ваше дело правое, результат будет. И это будет гораздо круче, чем вы планировали. Да, какое-то время нужно будет в холостую поработать, либо с минимальным результатом. Но потом вы своего таки добьетесь. И не пожалеете. А вот если бросите, то будете жалеть. Так, здесь у меня мужчина. Мужчина, который бездельничает, либо ведет какой-то маргинальный образ жизни. Да? Человек может пить, гулять, опять же, бездельничать. Да? Вот совсем вам не нравится поведение этого человека. Вы постоянно пытаетесь на него воздействовать. Тут и уговоры, и умоляния, и крики, и угрозы. Чего только не было. Да? И ничего не работает. Как человек, как-то выражение, да, горох об стену.
Вот, не понимает, не прислушивается. Да, он может давать вам обещания, что вот я исправлюсь, да, я пойду работать, я брошу пить, я стану другим, я стану идеальным. Но время идет, да, а никаких изменений нет. Смотрите, этого человека как силки поймают. То есть какая-то идет патовая, неприятная ситуация у этого человека в жизни. Вы об этой ситуации узнаете через какое-то время. Эта ситуация раз и навсегда поменяет его, да, либо ее, да, может, мужчина меня смотрит. Здесь разительные перемены идут. Пережив какие-то неприятности, пережив какие-то действительно трагичные моменты, испугавшись по-настоящему, человек берется за голову. Вот. И это будет совершенно как другой человек. Либо он будет таким, она будет такой, как задумала природа. Здесь как будто бы, видите, вот ангел, да, вот крыло его, вот подол рубашки ангела и рука. То есть как будто бы ангелы, слыша ваши молитвы, видя вашу бесконечную борьбу, видя вашу больку, ваши страдания и переживания, человека через мясорубку пропустив, поменяют, да, поменяют и сознание, и отношение к жизни, отношение к вам. Человек из прожигателя жизни превратится в созидателя. Вот, очень серьезные трансформации и перемены ждут этого человека. Вам, кстати, на радость. На радость. Вы глазам своим не поверите, когда этот человек вот прям как в один момент поменяется, да, либо одним днем поменяется. Разительные перемены, и ваши молитвы услышаны. Вашими молитвами человеку дан шанс. Шанс прожить достойную жизнь, да, либо стать достойным гражданином, достойным человеком. Вот. Не ставьте крест, все еще впереди. Человек 100% поменяется. И отношение к вам поменяется. И не только к вам, но и к другим людям, к жизни, да, к себе поменяется. Очень приличным человеком станет. Так, еще момент. Здесь кто-то вами пользуется. Пользуется без зазрения совести на протяжении долгого периода времени. Знаете, как паразитирует человек, постоянно паразитирует. Вы этого человека, я не знаю, любите, наверное, либо вам жалко этого человека, вы все понимаете, вы знаете, о ком я говорю. Но скинуть со своего хребта, со своих плеч вы его не решаетесь, либо ее не решаетесь. Жалко, наверное, да, жалко очень сильно, понимаете, что пропадет. Идет ситуация очень скандальная, когда этот человек просто попутает все берега и, вот знаете, как собьет все рамки. Когда вы уже психанете и скажете, да сколько можно, сколько ж ты кровь мою будешь пить, как-то жестко вы с этим человеком поступите и как запретите этому человеку к вам приходить. Вы знаете, у вас так жизнь изменится, вот кардинально изменится, вот такое улучшение прям идет. Вам и на душе будет легче, у вас и ресурсов станет больше, и по здоровью, тоже по здоровью у вас идут улучшения. Может быть, этот человек очень сильно, помимо того, что занимался абьюзом, еще и вампирил вас. Но вот избавившись от этого человека, выгнав этого человека из своей жизни, вы очень круто поменяете свое состояние. Понимаете, к вам вот прям и удача повернется, и по здоровью опять же улучшение, и ресурсы вот прям наполняются. Хорошие перемены ждут. Знаете, еще будете думать, почему так долго ждала, почему так долго все прощала, забывала, да, либо со всем этим мирилась. Но от абьюзера вы точно избавитесь. Так, здесь у вас маленький лев. Маленький. Может быть, это ваш ребенок, да? А может быть, кто-то из младших, да? Человек намного младше, чем вы. Либо человек маленького роста, но с характером льва, такой, да, волевой, сильный, защитник. Вам будет очень приятно, что этот человек будет вас либо защищать, либо как бы отстаивать ваши права. Прям вы и не просите, а человек как сам говорит, я сделаю, я знаю, я умею.
либо для тебя, ради тебя я это сделаю. Очень приятный момент идет, ведь вам очень нужна будет помощь. А этот человечек, он очень услужливый, и вот прям какую-то тяжелую ношу, вашу тяжелую ношу, либо какое-то ваше обременение, какие-то ваши проблемки возьмет на себя. Возможно, это впервые в вашей жизни, когда кто-то что-то делает для вас. В основном вы всегда вкладывались, отдавали другим, а в этот раз буду делать для вас. Очень приятное событие, и у вас очень хорошие отношения с этим человеком будут, просто замечательные. Так, еще момент. Момент какого-то соперничества. Ситуация вот встретиться лицом к лицу со своим врагом. Только вы не подозревали, что этот человек ваш враг. Вы немножко будете ошарашены. А с другой стороны, я вижу, что очень многое вы поймете вот из тех неприятностей, которые были в вашей жизни, из тех потерь, из тех неудобных ситуаций, да, подножек, толчков в спину. Вы наконец-таки поймете, кто это делал. Опять же, зная в лицо человека, можно предпринимать меры и себя защищать. Знаете, прям вообще очень неожиданный человек окажется вашим врагом. А у кого-то даже окажется, что этому человеку вы прям все доверяли, все свои тайны, все свои секреты, возможно, там советовались по важным делам. Главное, что вы поймете, что вы человек нормальный, что вы, знаете, вот кто-то прям думает: ой, я невезучая, да, либо я невезучий. А окажется все очень просто, да, с вами все хорошо, просто вы не тому человеку доверились, либо не того слушали. И ваше невезение, ваши неудачи имеют конкретное имя. Вот, все. Избавитесь. Вы избавитесь от этого невезения, узнав своего врага и узнав, кто вам вот так мешал и все портил. Здесь у вас идет какое-то приобретение, очень важное для вас. Это ваша мечта, это ваше желание. Вы очень долго собирали деньги на это, либо вам придется проделать какую-то непростую работу, чтобы иметь полную сумму для того, чтобы приобрести то, о чем вы мечтаете. Но покупка шикарная идет. Очень шикарная. Во-первых, и качество, и какая-то капитализация просто бешеная. То есть ваша покупка, она не будет терять в цене, наоборот, она будет расти в цене. То есть идет как даже очень хорошее вложение. Вам завидовать будут, родственники будут завидовать, да, либо вот в семье даже кто-то может завидовать тому, что вы такую удачную покупку, сделку заключили. Здесь у меня идет какая-то, ну, простите, скажу как есть, да, случайная связь. Два человечка сойдутся по большой страсти. Какое-то прям безумие, наваждение произойдет. Причем женщина более спокойно относится ко всему этому действу, а вот мужчина, ну, теряет полностью разум. Очень яркие отношения, правда, коротенькие, но очень яркие. Вот эти отношения помогут вам забыть о каких-то проблемах и либо избавиться от стресса, стрессовой ситуации, в которой вы живете. Вы как переключитесь на любовь, вы переключитесь на страсти, как друг другу поможете. Ведь и женщина, и мужчина тоже вот в каких-то неприятностях. Вы друг другу этой любовью, этой страстью помогаете, друг друга полечите. Да. Потом друзьями останетесь, хорошими друзьями. Вот страсти поутихнут, и будет дружба между вами. Так, здесь у меня ребенок. Ребенок как дар. Ребенок как дар судьбы. Ну, кому-то суждено родить, а кому-то суждено воспитывать. Девочки, у кого-то так, у кого-то по-другому отыграется. Ну, вы все разные, в разном возрасте. Вот, кто-то рожать еще вон у меня будет. Причем беременность такая интересная. Либо вы поздно узнаете, либо многоплодная беременность. Вот. А кому-то суждено и ребеночка воспитывать. Да? Может быть, вы, бабушка, будете воспитывать своих внуков, а может быть, мужчину примете, выйдете замуж за мужчину, у которого есть дети. А кто-то пойдет на усыновление. Но вот что мне очень нравится, что ребенок идет как дар. Дар вот именно и с правой стороны, и дар, который делает жизнь лучше, краше, и вас как-то укрепляет, да? Энергетику вашу укрепляет. У вас и здоровье больше появится, и выглядите вы получше будете.
Может быть, за вашу доброту, за вашу любовь вам вот такая награда придет. Но ребенок однозначно только позитив, только счастье принесет в вашу жизнь, либо воспитание ребенка. Если у кого-то вопрос, да, кто-то хотел вот действительно усыновить, и вы боитесь закона, что вот вам не дадут, не разрешат, зря боитесь. Все вам разрешат, и ребеночек у вас будет. Так, здесь у меня какая-то поездка. Не знаю, поездка, путешествие. Суждено поехать куда-то далеко, в места, где вы раньше не бывали, в места, где очень приятно проводить время, либо кто-то прямо и переедет, да, возможно, переезд в какую-то далекую местность, в далекую страну. Вы об этом либо думаете, но не можете решиться, либо вы даже не подозреваете, что судьба вот закинет вас так далеко. Смотрите, опять же, отсыпка общая. У кого-то отыграется путешествие куда-то в экзотические страны, либо в какие-то экзотические регионы, да, а у кого-то отыграется как действительно переезд. Переезд, поездка длительная, может быть и иммиграция. Да? Но смотрите, вам это однозначно по судьбе, это не просто так с вами произойдет. Кто у меня прожил долгую жизнь и, грубо говоря, не покидал пределов своей, пусть области, да? Вы никуда особо не ездили, но здесь как тур, как путешествие, да, вот может быть разные страны повидаете, как приобщитесь к разным культурам. В общем, очень хорошо проведете время. Главное, что вы будете не одна, либо не один. С вами будут, с вами любовь и еще какой-то человек, вот как поддержка, да, может быть, какие-то друзья, приятели. То есть не в одиночестве вы едете. Здесь очень интересно так показали. Вот если иммиграция, то иммиграция с семьей. Если поездка, путешествие, то вот вдвоем, там, либо с другом, либо с любовью, вот едете, получаете удовольствие, наслаждение. Идет очень благостный путь для вас. Так, кто у меня пережил предательство и разочарование в любви и в отношениях? Есть такие тут люди, прям настрадались. Вы любили, душу открывали, сердце дарили на ладонях, а человек, извините, плевал во все стороны и обидел. Да, одним словом обидел. Смотрите, идет час расплаты, когда этого человека заставят страдать. Человек будет страдать гораздо сильнее, чем вы страдали. Даже до такого дойдет, что вам жалко будет этого человека. Это первый момент. Второй момент. Вашу вот пораненную душу, ваше пораненное сердечко полечит очень добрые руки. Но для одних отыграется, да, проблемы с сердцем, и вам попадется очень хороший врач-кардиолог, да, специалист, который вас вылечит. А у других отыграется, что это про новую любовь, новый брак. Очень замечательный человек, вот прям руки показывает, какие-то руки особенные, ласковые, добрые, умелые, как золотые ручки, да, человек может руками работать. Хороший человек идет вам. Очень похож на вас по строению души, но по характеру гораздо спокойнее, чем вы. Он будет вас балансировать и уравновешивать. И вы тоже поспокойнее станете вот в процессе жизни вместе с этим человеком. Хорошая семья идет. И знаете, что так интересно показали? Обычно у меня здесь правая сторона — это тот, на кого я гадаю, а левая сторона — это то, что приходит. А здесь вот как наоборот показали. Мужчину слева, женщину справа. То есть мужчина как дар, да, для женщины за то, что она пережила, за те больки, за те испытания, за ту несправедливость, за те предательства. Вот мужчинка вас полечит. Здоровье вам назад вернет, если это доктор. И если это любовь, да, то мужчина на руках вас будет носить, отогреет ваше сердечко, счастье вам подарит. Очень хороший знак. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.